Друзья, всем здравствуйте! Это прогноз на неделю с 18 по 24 января 2021 года. Давайте посмотрим, что ждет каждого из знаков. Будет тайм-код и под видео, там где треугольничек под самим видео, и в комментариях. Можете сразу на свой знак переходить. Итак, Овны, что будет у вас положительного, что будет отрицательного. Так, и что советуют вам карты? Так, сегодня покрупнее сделаем. Итак, у вас выпадает дама пиковая. Что будет положительного? Да? Дама пиковая – это вообще карта очень счастливая. Это карта, знаете, вообще любых улучшений. Улучшений в здоровье, улучшения вот в финансах, особенно в финансах. Вот привлекательность для противоположного пола, исполнение желания какого-то очень важного. Да? В общем, это карта такого эмоционального и такого материального счастья, скажем так. В общем, счастливые времена какие-то, да, вот эта неделя для вас, уважаемые Овны. А также карта может говорить о том, что вы можете на этой неделе заняться вот красотой, допустим, да, что-то улучшить в своей внешности, что-то поменять в одежде, в имидже. Может быть, познакомиться с человеком для романтики. Также по даме пиковой вообще идет творческая работа разная, да, допустим, если вы ищете сферу применения, уважаемые Овны, не знаете, чем заняться, то вот все, что связано с красотой, со сферой красоты, это ваше. Вам могут, кстати, здесь оказать помощь друзья, знакомые. Вот, не бойтесь обращаться к другим людям. Хорошее время для того, чтобы постричься, красивую прическу сделать, для того, чтобы, может быть, сшить какую-то вещь, научиться шить, да. В общем, если вы можете либо просто принимать услуги такие красоты, вы можете оказывать услуги красоты и учиться этому. Также карта подарков. Может быть какой-то неожиданный, очень приятный подарок. Ну, если вы девушка, то цветы, допустим, да, или какие-то украшения, или еще что-то такое. Очень здесь все хорошо получается. Также карта может говорить о том, что у вас будет возможность с кем-то договориться на важную для вас тему. Также если вы работаете в сфере продаж, это очень удачная неделя для того, чтобы много продать и хорошо заработать. Вы можете вдохновлять людей, вы можете вот общаться очень эффективно, да, вас слушают, вот вас уважают, люди хотят рядом с вами быть и вот так далее. Что будет отрицательного десятка червовая? Отрицательное в том, что вы можете слишком уйти в чувства, да, допустим, эта неделя хороша для того, чтобы как-то себя проявить, свои таланты, вот как-то ресурсы свои укрепить, финансы, да, а вы можете уйти в чувства, в любовь или вот просто в трату денег на красоту, да, и пропустить какие-то важные моменты. В принципе, тут ничего такого плохого нет, но вот именно крайность такая, вот слишком много красоты, слишком много денег на красоту, и вот такая концентрация может быть именно на чувствах, на любви, да, вот это все может повредить. Совет какой вам? Туз трифовый выпадает, в принципе, в тему, да. Карта говорит о том, что вот замечательная неделя для того, чтобы начать что-то новое. Если вот эта карта встречи с новым человеком, да, любовь, то хорошо бы эти отношения уже, ну, чтобы на этой неделе стали чем-то серьезным, да, какие-то обязательства, чтобы уже появились у вас по отношению к другому человеку. Если же вы уже встречаетесь давно, вот хорошо было бы уже перейти к каким-то серьезным договоренностям, обещаниям, предложение руки и сердца, заключение брака. Если вы в браке, то, может быть, ребенка родить или совместное дело какое-то начать, да, в общем, что-то вам нужно в своей жизни начинать, за что-то нужно взять ответственность, о чем-то договориться, это будет очень положительно. Если говорить о работе, то вот на этой неделе очень благоприятная для того, чтобы менять работу, и вот как раз будет какая-то удачная договоренность, и в финансах тоже это очень удачная для финансов карта. Предложение, если будет, нужно обязательно принимать. Ам, И еще эта карта, когда
выясняется что-то важное для вас, да, и вот совет, если у вас в какой-то сфере проблема, что-то непонятное с каким-то человеком, с работой, с деньгами, ищите ответы на этой неделе, вы их обязательно найдете. Через людей, через ситуации. Вот просто жизнь начнет вам предлагать выход. Очень хорошая неделя для вас, уважаемые Овны. Она благополучная. Вы можете ее провести как-то просто комфортно, а можете вот эту энергию направить на свое, на улучшение финансового положения, работы, отношений. В общем, нужно брать какие-то новые на себя обязательства, и тогда у вас все тут просто замечательно. Следующие 3 карты мы достанем для тельцов. Что будет у вас на этой неделе положительного, что будет отрицательного, и совет для вас. У вас, уважаемые тельцы, на этой неделе положительный вот туз пиковый, да, эта карта, знаете, связана больше с отдыхом, да, вот нужно набираться ам, ресурсов, да, то есть нужно набираться энергии, отдыхать. Вот эта карта очень часто связана с ночью, да, то есть большое внимание нужно уделить как раз вот этому времени суток. Возможно, вы, уважаемые тельцы, нарушили свой сон, режим сна и отдыха, да, может быть, вы очень поздно ложитесь спать, и вот у вас получится наконец-то на этой неделе перестроить как-то режим, вот именно получится раньше, может быть, засыпать и больше отдыхать. Также карта может говорить о том, что на этой неделе, уважаемые тельцы, у вас, скорее всего, будут какие-то вечерние развлечения, вечерние праздники. Вот именно вечер и ночь, они будут для вас каким-то решающим таким моментом, да. Может быть, вы будете встречать любимого человека именно в это время, да, или, может быть, у вас будут какие-то важные разговоры в это время. Вот именно вот ночь и вечер, да, когда уже как бы темно, солнышко садится, начинаются все ваши дела, самые важные для вас. Ну, может быть, вы на этой неделе не придаете значения работе, у вас там все идет своим чередом, а вот с чувствами, с эмоциями, с любовью и с любыми другими какими-то приятными вещами, да, вот у вас вся неделя связана, и как раз у вас есть возможность здесь порадоваться жизни, да. Кроме того, у нас туз пиковый — это карта знакомства, это новый какой-то человек, который приходит в вашу жизнь, человек очень сердечный, способный вас понять и, ам, может быть, если, допустим, это любовные какие-то отношения, то этот человек может на долгое время с вами рядом остаться, да, то есть это такая романтическая связь, большая любовь, человек, который на уровне души вас понимает, то есть здесь все очень даже приятно и серьезно может быть. Может быть, это и старые отношения, но здесь вот вы как-то сближаетесь, у вас улучшается взаимопонимание, вы можете помириться. Также карта может говорить о том, что нужно прислушиваться на этой неделе, уважаемые тельцы, к своей душе, к своей интуиции, потому что что-то она вам тут хорошее подскажет. Какой-то сон приснится правильный. Может быть, кстати, вот эта карта, она очень часто связана и с разного рода прогнозами, предсказаниями. Может быть, вы сами себе сделаете какое-то предсказание очень важное для вас. То есть, если вас что-то беспокоит, прям берите карты в руки, да, или еще какими способами вы пользуетесь предсказанием, можете сами для себя это сделать, либо обратитесь к специалисту, потому что вот действительно неделя для вас что-то важное такое откроет в этом плане, вот, в плане будущего. Также карта говорит о том, что вам, тельцы, нужно на этой неделе принимать. То есть вот бывает время, когда нужно отдавать, да, не задумываясь о том, что взамен получим. А вот вам нужно научиться на этой неделе принимать, накапливать деньги, силы, в общем, именно быть таким, знаете, человеком, который ну, немножко как бы эгоист, да, для себя живет, но здесь больше касается, конечно, чувств, каких-то благ, расслабления, отдыха и так далее. То есть даже если вас вот напрягает кто-то, да, ну, помните, что если вы вот без такого избытка сил будете решать чужие проблемы и не наберетесь энергии, да, вот за эту неделю, вы можете даже плохо себя чувствовать, то есть можете даже заболеть, поэтому будьте осторожны. Еще может вмешиваться в ваши отношения какая-то женщина, может быть, подруга, мама,
мама, там еще кто-то, да, и в чем-то вам может помогать, так как это положительная позиция. А здесь король пиковый у нас в плане отрицательном, да, что это может быть? Вмешательство начальника, вмешательство каких-то может быть, людей, которые связаны с законами, да, чиновники, в общем, все те, кто вот обладает властью и может как-то мешать, да. Ну, допустим, вам на этой неделе лучше бы отдохнуть, а вас заставляют, может быть, перерабатывать, да, лишнее что-то вам дают как обязанности. Или, допустим, это родители, бабушки, дедушки, которые требуют к себе внимания, да, или, может быть, плохо себя чувствуют, или еще что-то такое, да, может быть, вмешиваются в вашу жизнь, в ваши отношения, говорят, не нужен тебе этот человек, зачем ты с ним, допустим, встречаешься, общаешься и так далее. Вот что-то такое может быть. Может быть какая-то, знаете, большая ссора с людьми, которые вот какой-то или властью обладают. Поэтому будьте осторожны. Смотрите, потом переживаний не оберетесь. Вот если, допустим, вас на конфликт вызывает человек, который обладает властью или старше вас, лучше не надо, как-то удержитесь, да. Уйдите просто как-то в сторону, в тень, да, вот постарайтесь это сделать, ну, как чем-то незначительным, потому что потом может быть много проблем. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то ограничения от жизни, от других людей. Может быть, просто даже в плане самочувствия нет сил, допустим, на какие-то подвиги, да. Поэтому, или, может быть, нужно будет поэкономить денежки. Тоже такое может быть. Так, следующая карта это у нас совет. Совет, опять туз, смотрите, вы счастливые какие тельцы. У вас туз червовый. Совет всегда быть на позитиве. Будет такое желание немножечко поныть, да, пожалеть себя, пожаловаться. Вот ни в коем случае не позволяйте себе этого делать, потому что вы сразу скатываетесь на низкие энергии, низкие вибрации и притягиваете к себе разного рода проблемы. То есть все время старайтесь быть на позитиве, все время старайтесь искать хорошее в том, что происходит, да, или ну, как обычно говорят, из этого получится что-то хорошее, да, из любой ситуации, которая происходит. Вот это ваш девиз на неделю, это будет замечательно. А также карта говорит о том, что желательно на этой неделе, ну, набраться как раз вот этого состояния умиротворения и счастья, может быть, поднять свою самооценку как-то, с помощью, может быть, внешности, с помощью даже просто того, что вы отдохнете. Действительно, человек выспавшийся, он уже счастливый, да, а человек отдохнувший, он уже совсем по-другому на жизнь смотрит. А также здесь может быть какая-то ситуация, связанная с решением каких-то вопросов в карьере, да, допустим, предложение какое-то вам делают, это же туз, да, предложение, допустим, повышение в должности или предложение поехать, допустим, в другой город, там какая-то новая работа для вас или командировка. В общем, любое предложение, которое по работе будет приходить, это то, что нужно. Смотрите, человек смотрит сюда, да, это ваш начальник или какой-то старший человек, родитель, вот если от них приходит какое-то предложение, да, может даже не предложение, как сказать, инструкция, скажем, да, то вот соглашайтесь, для вас это действительно очень хорошо продвинет. И вообще, беспокойтесь на этой неделе о своей репутации, старайтесь все делать так, чтобы вот о вас хорошо говорили. Потому что реально репутация может пострадать ваша, вот потому что вы без сил, потому что вы можете эмоции какие-то лишние проявить, и вот все пойдет не так, как нужно. Также по этой карте вот, ну, совет. Нужно, может быть, поиграть, купите лотерею. Может быть, даже выиграете, потому что вот эта карта, она вот как бы инициативу приветствует, да, вот нужно обязательно соглашаться на любую даже мелочь, которая улучшает вашу жизнь. Встречайтесь с друзьями, с новыми людьми. В общем, все абсолютно, что только в жизнь будет приходить, вот приветствуйте, да, встречайте на ура. И держите себя в руках, не ссорьтесь. Вот такая будет неделя для вас, уважаемые тельцы. Благодарю вас за то, что смотрите. Пишите, как у вас все будет проигрываться, а мы посмотрим, что будет у близнецов.
Уважаемые близнецы, что у вас будет положительного на этой неделе, что будет отрицательного и что советуют вам карты. Давайте посмотрим. Итак, восьмерка пиковая у вас, уважаемые близнецы, очень хорошо подходит вам эта энергия, да, это как раз вот то, что вы любите: общаться, знакомиться, новая информация, много звонков, много переписок, какая-то важная информация приходит по работе. И здесь самое важное, у вас может быть доход сразу из нескольких источников. Вот смотрите, сколько здесь пик, да, 8. Вот на неделе вы можете получить как бы столько раз финансы, да, то есть, ну, естественно, может быть и больше. Вообще восьмерки это всегда выход за привычный какой-то уровень. Возможно, придется делать что-то новое, не то, что вы привыкли, с новыми людьми общаться, новые обязательства какие-то брать на себя или выполнять какие-то новые инструкции, да. В общем, что-то будет у вас новое, и, знаете, нужно будет как-то показывать себя, свои способности, таланты, что вы умеете, свой опыт проявлять, да, вот очень важно, как вы себя будете вот демонстрировать. Если же это не работы касается, а просто личной жизни, вот чем больше вы будете о себе говорить, писать, фотографии свои выставлять, видео и так далее, тем больше у вас возможностей для улучшения, допустим, личной жизни, для улучшения профессионального статуса, да, и так далее, и так далее. То есть вот вам нужна демонстрация себя вот любыми способами. Это очень важно, это повлияет на ваш успех. Также эта карта может говорить о том, что у вас может быть как на этой неделе, уважаемые близнецы, какая-то а, тусовка какая-то, какое-то собрание, вечеринка, какой-то праздник, либо мероприятие, на котором присутствует много людей, да, может быть, вам даже придется там перед другими людьми выступать, слово сказать, да, может быть, вы просто будете вот в этой общей массе, но вот то, что здесь какая-то движуха у вас, это точно. Может быть, это собрание какое-то, допустим, на работе, да, и вы, ну, как бы от этого очень много зависит. Так, кстати, вот для компенсирования вот этого вот расхода энергии большого, да, вот на общение, желательно быть на природе периодически, пешком ходить, знаете, когда вот руки-ноги действуют, да, то есть не только язык и голова, вот, нужно обязательно вот давать себе возможность физически как-то реализовать себя, да, может быть, спорт, пробежки, прогулки, просто по свежему воздуху пройтись. Это очень важно для вашего здоровья, чтобы не было перекоса такого, вот, что только общение и все, только работа и все. Так, следующая карта. Что будет отрицательного? Король червовый. Но в основном все сложные моменты, они будут касаться вашего дома и семьи. Что здесь может быть? Может быть, не можете договориться, да, с каким-то человеком из своего окружения. Родители, сестры, братья, супруги и так далее, да. Может быть, у вас с детьми собственными сложности какие-то. Просто не понимаете друг друга. Просто, может быть, все время в делах, зависите от работы, от зарабатывания денег, не хватает времени на семью, и, может быть, из-за этого сложности какие-то. А может быть, просто кто-то из семьи себя чувствует не очень хорошо, да, и, может быть, требуется там, допустим, лечение, врач, да, или нужно просто о чем-то договориться, а на это время нет, да, вот, ну, как-то очень напрягать это может быть. Кроме того, здесь может быть еще что? Это может быть ситуация с недвижимостью, да, может быть какая-то задержка, нужно собирать какие-то документы или платить по счетам, или допустим, не вам самим, если, да, то, может быть, по счетам ваших близких, ваших родителей, может быть, там ипотечный кредит или еще что-то такое, да, вот закрывать приходится, и с этим сложности. В общем, вот такого рода могут быть ситуации. Или, допустим, что-то не можете, ну, ремонт не двигается, допустим, да, или хотите купить землю, никак документы не собираются, нет разрешения, да, то к одному нужно идти, то к другому, то к третьему. То есть вот такие сложности могут быть. Если у вас семейное дело, семейный бизнес, то тоже здесь могут быть какие-то сложности.
либо в оформлении, либо невозможность договориться, либо как-то вы спорите, кто сколько тут зарабатывает и кто главнее и так далее. Вот, может быть, этот вопрос выходить на поверхность. Теперь совет вам. Десятка бубновая. У вас, уважаемые близнецы, на этой неделе прям встает вопрос обучения. Вот не хватает вам какой-то информации, каких-то знаний, опыта. Вам нужно будет, скорее всего, вот карты советуют поучиться или какую-то нужную информацию поискать, или какого-то советника, посредника найти, чтобы человек, который вот хорошо разбирается в теме, вам помог. Также эта карта денежная, да, найти какие-то средства нужно. Скорее всего, у вас есть возможность найти какие-то деньги вам необходимые, просто вы ее не используете. Скорее всего, есть человек, который может вам денег дать. Также тут ситуация еще связана с какой-то тайной. Что-то новое входит в вашу жизнь, а что-то тайное становится явным, да, и совет, если, допустим, вот вы знаете, что что-то происходит негативное, да, и пытаетесь как-то закрывать глаза, совет: не нужно этого делать, нужно поговорить, все выяснить, и все тайны, чтобы стали явными. Может быть, нужно написать кому-то письмо, может быть, нужно ам, обучение какое-то пройти. В общем, не думайте, что вам это как-то не поможет, да. Кстати, вот здесь может быть учитель какой-то хороший, преподаватель, тренер будет. Вот на этой неделе прям хороший такой шанс. Несмотря на то, что это будет сложно и нужно будет сконцентрироваться, да, и вот много сил и времени потратить, все-таки это для вас очень важно сейчас. И вот в плане финансов, кстати, да, может быть, кстати, совет по оформлению каких-то документов, бумаг, может быть, какие-то у вас доверенности старые или еще что такое. Посмотрите, может быть, что-то вышло из... Может быть, кстати, вот это завещание какое-то, да, с которым нужно там побегать, походить, поискать специалистов и так далее. Так, это у нас близнецы были. Теперь раки. На эту неделю посмотрим, что вас ждет. Что ждет положительного, что ждет отрицательного. И совет для вас. У вас, уважаемые раки, выпадает туз червовый. Это значит, что неделя от вас многого потребует. Ваша активность, инициатива, не прячьтесь ни за чьей спиной. Вот все как бы берите на себя. Ваше слово всегда должно быть первым. Шаг ваш первый, да. В общем, берите на себя всю ответственность, ничего не бойтесь. Если же, допустим, нужно учиться, не бойтесь, нужно, значит, нужно, да, все получится. Также эта карта связана очень часто с проектами какими-то и их результатами, да, может быть, будет закончен какой-то важный проект, и для вас это будет очень-очень даже хорошее, да, событие, потому что ваша репутация здесь повышается, улучшается. Также здесь может быть знакомство для девушек. Знакомство с мужчиной. Это либо мужчина с хорошей должностью, да, управленец, или это предприниматель, или человек, который, знаете, там с руками, да, который может все сделать, все порешать и так далее. То есть действительно такой вот настоящий мужчина, который не боится брать на себя ответственность. Вот. Или, допустим, это не личные отношения, ну, это рабочие какие-то ситуации, когда нужно обратиться за помощью к специалисту, к человеку, который вот разбирается, либо там к руководителю, директору и так далее. Также вот по этой карте очень часто идет выздоровление, если кто-то болел. По этой карте очень часто идет прилив сил, так, знаете, повышение самооценки, улучшение вообще в плане финансовом. Денежки могут приходить.
Еще вот эта карта рекомендует вам на этой неделе, уважаемые раки, отдавать. Вот все время отдавать, отдавать, отдавать. То есть вы можете занять позицию обратную. Вы можете ждать, что вам кто-то поможет, что ну, как бы вы будете в таком расслабленном состоянии находиться. Вот ни в коем случае, потому что иначе вам роста не видать, да, не видать улучшения, потому что у вас очень много тут подходящих ситуаций для того, чтобы вы как-то вот улучшили себя. Вообще вот все на показ. Не бойтесь показать, что вы умеете. Не бойтесь там выставлять свои фотографии, проводить какие-то, может быть, конференции или еще что-то такое, вот если это вот вам подходит, если это вам надо, да, какие-то видео, может быть, снимаете, выставляете, разговаривайте с людьми, показывайте, в общем, себя во всей красе. Это вот очень важно. Для раков отрицательное что будет? Семерка червовая. Вот здесь отрицательные будут события, которые возникают сами собой. Они последствия прошлого, да, прошлых ваших поступков. Эта карта связана с семьей и с членами семьи, да, с родителями, с детьми и так далее. То есть вот если будут какие-то тут сложности, огорчения, это вот касается как раз вашей семьи. И не только тех людей, которые с вами живут вот в одном помещении, да, это вообще семья, это и дяди, тети, и бабушки, дедушки, и сестры, братья, в общем, все, да, вот как-то всех может коснуться тут, либо кого-то в отдельности. Также карта говорит о том, что вы будете испытывать трудности роста, да, то есть вот, допустим, нужно какой-то вопрос решить, стопориться, сразу не решается, нужно как бы прикладывать усилия, нужно добиваться, нужно искать связи, да, чтобы кто-то помог решить и так далее, и так далее. Но также карта говорит о том, что вы с этим становитесь только сильнее, начинаете чувствовать свою силу, мощь, уважать себя больше начинаете и так далее. А есть, кстати, люди, которые будут вам мешать, уважаемые раки, на этой неделе, и они довольно-таки прочное такое положение занимают. Вот с ними бороться не надо, нужно постараться все это обойти или подружиться, да, чтобы они стали на вашу сторону. И совет для вас, король пиковый. Вот ваша сила в начальстве, в пожилых людях и в членах семьи старших, да, и в любых людях, связанных с государственными учреждениями. Вот это очень важно. Кроме того, совет вам еще такой, соблюдать такую честность, чистоту. Вот просто, знаете, что есть, то и говорить, как бы там ни было. Сложно, да, какие бы у вас ситуации и обстоятельства не были, вот нужно говорить правду, нужно говорить как есть, и ни в коем случае ничего не приукрашивать, не перекладывать на других людей. Вот правда для вас это то самое, что нужно. А так вообще у вас совет закончить что-то, что-то, что вы начнете на этой неделе или что давно начали, нужно закончить, довести до конца. Вот это будет очень важно для вас. Также это совет одеваться потеплее, потому что вот вы можете переохладиться на этой неделе, да, берегите свое здоровье. Это была неделя для раков. Давайте теперь посмотрим, что ждет львов. Уважаемые львы, что будет у вас положительного, что будет отрицательного и совет. Так, у вас, уважаемые львы, семерка червовая выпадает в положительную сторону, да. У вас, наоборот, уважаемые львы, прям вся жизнь, вся судьба на вашей стороне. Может быть продвижение по службе, может быть выздоровление вот у вас лично или в вашей семье. Может быть финансовый какой-то доход пойдет, знаете, так очень все стабильно будет и хорошо, да, то есть денежки пойдут. Причем не только ваши здесь деньги могут быть у кого-то из вашей семьи. Начнется вот период хороший финансовый, это и вас тоже коснется. Также здесь может быть успехи какие-то в обучении, сдача экзаменов, может быть поступление на обучение, да, но здесь именно такая будет ситуация, что вы действительно найдете себя. Это вот то, что вам необходимо для того, чтобы вот все у вас в профессии пошло в рост, да, может быть, кто-то будет принимать должность более высокую, у кого-то, может быть, какой-то дополнительный опыт появится, что
Вот опять же у вас улучшение какое-то начнется. Также карта предлагает вообще не действовать здесь в одиночку. Нужно обязательно либо в группе, в коллективе работать, либо вот чтобы вся семья участвовала в каких-то делах, в решении каких-то дел. Да, если вы, допустим, все на себя только берете, всю ответственность, все дела, это неправильно, потому что вот решить вопросы вы можете только здесь сообща с кем-то. Вот тогда будет хорошо, тогда будет опора, сила и так далее. Также карта рекомендует обязательно заняться здоровьем и побольше гулять, быть на природе, дышать свежим воздухом. Теперь отрицательное, что будет, у нас туз червовый. Но это как раз вот я говорила, что не нужно брать все на себя, не нужно быть эгоистом, и ни в коем случае нельзя свои желания ставить как бы ну, в противовес коллективу или семье или партнеру, да, вот это вот очень важно. Может быть проблема с самооценкой, да, может быть что-то такое происходит, либо кто-то в окружении говорит, что у вас что-то неправильно, не ладится, не так, да, вы как-то на это можете остро реагировать. Или, может быть, вы сами, допустим, что-то делаете, трудно получается, и вот падает ваша самооценка. Вот нужно обязательно вот этим вопросом заниматься. То есть вы, у вас очень сильно может зависеть самооценка от того, что происходит в вашей жизни. А вам нужно добиться, чтобы она у вас не от ситуации зависело и не от мнения других людей, а от чего-то более масштабного, глобального. Ну, например, от того, какой вы профессионал, или от того, как вы, допустим, стараетесь все время улучшать себя, улучшать свою жизнь. То есть не просто вот результат какой-то, чтобы у вас был, а чтобы был процесс правильный, да, чтобы вы уважали себя за то, что вы делаете, а не за то, что у вас получилось. Так, и еще вот эта карта может говорить о том, что есть какие-то люди, которые очень активно могут вам мешать. Что можно здесь сделать? Просто вот опора на других людей, на коллектив, и этого будет достаточно. Совет. Король бубновый у вас выпадает. Смотрите, у вас могут быть какие-то очень важные на этой неделе возможности в плане денег, вот финансы, улучшение какое-то финансовое, может быть, допустим, какое-то новое предложение. Человек, друг, кто-то из семьи вам предлагает какую-то идею, да, вот нужно пробовать, нужно начинать. Может быть, это, кстати, очень часто карта показывает индивидуальное предпринимательство, свое дело, да, может быть, вот какая-то такая идея, или коммерция. Или, может быть, фриланс, да, допустим, у вас есть работа, коллектив, а вы можете еще и дополнительно фрилансом заниматься. Или вы можете, допустим, перейти на фриланс, тоже как хорошая будет у вас возможность. Также вообще карта может говорить о том, что могут появиться идеи какой-то поездки важной, путешествия, переезда, вообще расширение каких-то возможностей ваших, да, вот соглашаетесь на то, что приходит именно на этой неделе. Или вот, допустим, что-то нужно купить, а вы откладываете, да, не нужно. Обязательно вот эта покупка, которая на этой неделе должна быть, она принесет вам удачу, она вам действительно нужна и как-то увеличивает ваши возможности. Может быть, это поездка, да, допустим, путевка какая-то, билеты какие-то. Или это может быть на обучение, курс какой-то вы оплачиваете, да. Вот, нужно обязательно соглашаться. Вот эта карта говорит о том, что вы выходите за пределы, за границы, за то, что, к чему вы привыкли. И всегда это страшно, люди часто от этого отказываются. Если вы это сделаете, вы много потеряете. Причем потеряете не только вы, но и ваши близкие, ваша семья и так далее. Вот такая неделя для львов. Давайте теперь посмотрим девы. Девы, что у вас будет положительного на неделе с 18 по 24 января 2021 года. Так, что будет отрицательного? И совет какой. Ну, для дев, конечно,
очень интересная неделя выпадает. Ну, во-первых, вы на этой неделе будете действительно вот во всей красе себя проявлять. Это энергии ваши как раз, это возможность успевать все и везде. Это возможность быть посредником в решении каких-то важных вопросов. Это даже, знаете, какая-то хитрость такая, да, когда вы умудряетесь себе на пользу вообще любую проблему даже обернуть, да. В общем, действительно очень хорошая для вас неделя, уважаемые девы. И, скорее всего, у вас будут какие-то на этой неделе возможности. Вот, допустим, была одна работа, вам предложат другую, или, может быть, сразу несколько предложат вариантов. Или, допустим, у вас был один источник дохода, а сейчас предлагают еще свободный какой-то, да, график. Или, может быть, переезд куда-то, может, даже в другую страну, да. Или, может быть, еще какие-то изменения. Вот вы в этом во всем можете участвовать. Какое-то решение важное вам придется принимать на этой неделе, уважаемые девы. И, скорее всего, это решение будет связано с какими-то большими переменами, да, вот я говорила, переезд, какая-то поездка, перелет, может быть, обучение новой информации, может быть, освоение какой-то новой программы, может быть, это фриланс, может быть, это в отношениях какие-то перемены очень быстрые, да, мгновенные, скажем так. В общем, карта говорит о том, что вы можете очень сильно поменять жизнь на этой неделе, причем в себе на благо, да, то есть вы действительно человек, который способен со всеми договориться, все учесть, и может даже сразу вот несколько возможностей ухватить, да, то есть не оставить одно, а другое начать. Вы можете даже вообще как бы сразу в двух, в трех направлениях действовать. Вот это очень хорошая для вас возможность. Кстати, вот эта карта очень часто показывает, а, знаете, пользу нашу для большого количества людей, для общества, да, что-то такое значимое очень у вас здесь происходит. И совет вам стараться не делать ничего в одиночку, привлекать других людей, привлекать коллектив, друзей и так далее. Все будет очень удачно. Не старайтесь все сделать сами. Так, теперь карта отрицательная у нас, да, что будет отрицательного у Девы? Десятка трефовая. Ну, отрицательное что? Если вы боитесь только больших денег, да, может быть, как раз у вас будет такое предложение, может быть, с бизнесом связано, да, может быть, с руководящей должностью, с какой-то большой крупной суммой денег, и вы можете здесь отказаться. Вот это как ну, нежелательно, конечно, делать, потому что вы многое можете потерять. Также вы можете здесь ну, как бы слишком самонадеянно себя повести, не проверить какие-то вещи, слишком как-то, ну, довериться какому-то человеку, да, вот смотрите, хорошо, что у вас есть возможности, но все проверяйте. Может быть, вот эта карта в минусе, как большой кредит. Может быть, кредит-то вам как раз и не нужен, потому что совет вам нужно остаться свободным, свободным от кредитов, от долгов и от каких-то излишних обязательств, понимаете? У вас должна быть возможность себя выражать, делать то, что вам хочется, нравится, да, чтобы не было таких перегрузок больших, или чтобы вы не действовали для кого-то, ради кого-то, да, вот тут нужно подумать о себе тоже, потому что если вы сейчас берете большой кредит, то потом будут сложности с этим, скорее всего, и, ну, как бы здесь вы страдаете, понимаете, ну, не стоит этого делать. Так, что еще может быть тут важно сказать? Здоровье, кстати. Вот, может быть, слишком много энергии здесь тратите, да, не высыпаетесь и так далее. Иммунитет может здесь подкачать, поэтому не забывайте и о здоровье, потому что без здоровья уже какая работа, да? Может быть, связанная с едой, что-то с пищей какая-то сложность, да, может быть, это не утомление, не иммунитет, может быть, это неправильная какая-то пища и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Тоже будьте осторожны, может быть, нужно какой-то там разгрузочный день сделать или просто на неделе сделать себе какую-то, ну, щадящую диету. И совет вам, Джокер.
у вас, уважаемые девы, вам, уважаемые девы, нужна какая-то свобода и легкость. Нужно, может быть, сделать так, чтобы вот то, что вы выбираете на этой неделе, чтобы оно вас не загоняло в кабалу в какую-то, да, чтобы оно делало вас свободней. Допустим, работа удаленная, она вас делает свободней. Или работать с помощью каких-то новых там программ, улучшение какое-то делает свободным, да, вот это все. Или, допустим, переезд в другой город, оно делает вашу жизнь лучше. Или может быть, вы слишком зациклились на работе, да, может быть, нужно подумать о детях, о семье, да, то есть вот какой-то баланс должен быть, потому что здесь вот крайность, да, и вот эта карта крайности, то есть вот предупреждение вам вот в крайности не впадать. И побольше, вот чем здесь вот вы очень серьезны, а здесь вы должны быть очень несерьезны. То есть, если ваша работа предполагает вот быть как раз вот таким человеком, да, то нужно обязательно давать себе возможность как-то там порадоваться, подурачиться, отдохнуть от всего, устраивать себе какие-то выходные дни. Вот это очень важно. Это были у нас девы, теперь весы. Посмотрим, что ждет весов на этой неделе, что будет положительного, что будет отрицательного и совет для вас. Так, у вас выпадает валет бубновый, уважаемые весы. Знаете, это вот как раз энергия не ваша. Вы привыкли так, что мы со всеми договоримся, мы дипломатичные, мы культурные, мы правильно выражаемся, да, мы как бы всех вдохновляем, мы всем нравимся, да, а вот на этой неделе, скорее всего, будет проверка вообще вот вашего характера. Скорее всего, будут какие-то сложные люди попадаться, ситуации, в которых вы можете как-то резко даже себя повести, да, вот потерять вот это внутреннее равновесие, которое вот для вас очень важно. Также вы можете очень много дел успеть сделать, да, вы можете спешить, вы можете там на скорости гонять, допустим, да, вот карта говорит о том, что, ну, как бы хорошо, что вы востребованы, хорошо, что вы все пытаетесь успеть, но вот все-таки будьте осторожны, потому что слишком много вы тут на себя берете, и вот может пострадать семья, да, может быть проблемы с вашими партнерами, с людьми, с которыми у вас отношения, потому что вы вот все в делах, или вы просто чувствуете себя всегда правым, да, и можете рубить тут правду матку, когда это совершенно не нужно, когда нужно проявить терпение, сердечность, да, выслушать, вы можете тут свое мнение говорить, и с одной стороны, это хорошо, да, может быть, у вас там накопилось действительно, но все-таки старайтесь это делать вот в более мягкой форме. А, Что может быть тут хорошего такого? Здесь может быть какой-то результат получен, да, допустим, какую-то сделку хотели совершить, давно готовились к ней, и вот получается возможность. Зарплата может быть получена, может быть закончится какое-то время вот по вашему контракту, да, по договоренности по какой-то. Это вас освобождает. Вы можете какой-то важный проект закончить, допустим, ну, единичный, и за это деньги получить. То есть, ну, какие-то очень важные такие штуки. Или, допустим, если у вас запланированное какое-то мероприятие, связанное, допустим, с косметологией, да, там уколы красоты, очень удачно все пройдет. Если же у вас запланировано вот что-то связанное с колющими, какими-то режущими, да, вот действиями, да, это тоже все будет очень хорошо. Но это что может быть? Это может быть, допустим, какой-нибудь мастер-класс, связанный там с приготовлением пищи, да, или, может быть, это вот уколы красоты, я говорила, или иглоукалывание, или, в общем, что-то такое, какой-то массаж такой, когда вот жестко как-то делается. Вот это все вам будет на пользу, на благо. Так. Ну и я уже говорила, что вы, скорее всего, примете какое-то радикальное решение, да, вот вы человек очень такой мягкий, вам очень
сложно сказать нет, возможно, да, отказать кому-то, а вот на этой неделе вы это сможете, и это вам на благо. То есть очень даже в общем, если вы хотите действительно поставить в чем-то точку, да, с каким-то человеком, может быть, расстаться или закончить какие-то тяжелые отношения или убрать из своей жизни людей, которые вам на шею сели, ну просто великолепная неделя для этого, и вы, скорее всего, так и сделаете. Вот пусть все берегутся, да, кто с вами рядом оказывается, кто вам не нравится. И что будет отрицательного, валет червовый. Вот здесь может быть ситуация как раз с отношениями, да, я говорила. Допустим, вы слишком много работаете, мало внимания партнеру уделяете, из-за этого может быть сложность какая-то. Также эта карта предупреждает о том, чтобы мы уделяли внимание сердечно-сосудистой системе. Может быть, нужно попить какие-то минералы специальные, да, может быть, обратить внимание на питание, там, одеваться правильно и так далее. А также карта говорит о том, что, возможно, вы будете нуждаться в заботе чьей-то, вот своего близкого человека, но не получите ее. Человек, допустим, думает о себе или думает тоже о своих делах, или думает о детях, допустим, а о партнере не думает. Или, допустим, друг, вам нужна его помощь, а он решает свои вопросы и на вас никакого внимания не обращает. То есть может быть такое. Вот, и вообще вот именно вся проблема у вас будет с чувствами связана, да, и, возможно, вот как раз что-то накипело, накопилось, и вот благодаря этому вы можете здесь как бы решительно себя повести. И совет. Да, освобождайтесь от того, что должно уйти, что вас отягощает, что не дает вам быть собой, не дает вам проявлять себя так, как вы хотите. Или, допустим, кто-то из близких устраивает для вас а, ну как, требует, в общем, от вас, чтобы вы вели себя каким-то определенным образом, работали на какой-то работе. В общем, не дает вам себя проявить. Да? Вот нужно здесь освобождаться от таких обстоятельств, договариваться, да, и так далее. Очень хорошо было бы поехать сегодня, на этой неделе куда-нибудь в места, в которых вы еще никогда не были, или начать учиться тому, о чем вы еще никогда даже и не думали. Да? В общем, что-то новое начать делать и не обращать внимания на то, что говорят другие, только к себе прислушиваться. Возможно, это страшно, да, возможно, это трудно, но для вас это просто шикарный выход, уважаемые весы. Вот эта неделя, она просто для того, чтобы все кардинально менять. Менять так, как вам нужно, как хочется, потому что если вы этого не сделаете, то оно само рванет. Кризис какой-то, шоковая ситуация какая-то может получиться. Лучше это сделать самостоятельно. Так, следующие у нас скорпионы. Посмотрим, что у вас, уважаемые скорпионы, будет на этой неделе положительного, что будет отрицательного и совет. Вот у вас, уважаемые скорпионы, прям ваша карта выпала. Это ваши энергии очень мощные, очень сильные, да, когда вот нужно что-то менять, переделать себя, переделать то пространство, в котором вы находитесь, что-то разобрать, новое сделать, да. Это может быть и творческие какие-то моменты, да, когда вы ну, допустим, там занимаетесь скульптурой, да, или еще что-то такое делаете. То есть здесь вот а, ситуации, когда вы можете как-то проявить себя, проявить свою силу, кого-то защитить. Кстати, научиться себя защищать. Вот если, допустим, у вас нет умений в плане вот физической какой-то самозащиты, да, может быть, неплохо было бы на этой неделе там записаться на курс на какой-то самообороны, допустим, или еще что-то такое в этом роде. Или вот смотрите, тут рядом король трефовый, может быть, хорошо научиться. Знаете, есть такие люди, которые именно интеллектуальные тираны, да, вот против них защищаться. Это тоже ну, НЛП, да, и разные практики, вот все, что связано с психологией, может быть, неплохо будет посетить психолога кому-то, заняться эзотерическими какими-то темами, да, вот прогнозированием, предсказанием, в общем, покопаться в подсознании, в прошлом, решить какой-то вопрос, это очень будет полезно и здорово.
А также вот здесь ситуация, когда меняется ваше восприятие. Вы по-другому смотрите на себя, на других людей. Естественно, что это не просто так, да, будет какая-то ситуация непростая. Скорее всего, нужно будет ее как-то прожить, да. Скорее всего, это ситуация, связанная с каким-то таким жизненным перекрестком, да, нужно сделать выбор, в какую сторону пойти, с каким человеком или в какой профессии, да, и так далее. То есть здесь очень много может быть моментов, и сложность в том, что вы не всегда будете понимать, как вам поступить. То есть вот это будет трудно. Скорее всего, будет время на неделе, когда вы совершенно не понимаете, что делать дальше, да, что делать с этой ситуацией, которая возникла, какая-то сложная, трудная, критическая, да. И вы можете вот карты говорят о том, что нужно не разумом принимать решения, а сердцем. То есть вот именно интуицию свою слушать. Или работа вот с подсознанием, работа с как бы пониманием жизни, ее законов, работа с подсознанием, с кармой. Вот это вот все идеально поможет вам вот из положения выйти и понять, как правильно вам действовать. Вот, потому что вы реально здесь вот разумом не сможете правильно оценить, и будет такой тупик, замешательство, да, вот непонятно, как действовать, что делать. А также здесь люди появляются, обманщики, может быть конфликт. Конфликт не только в отношениях, это может быть конфликт на работе, конфликт интересов с каким-то человеком. Может быть, у вас сложно, вы можете, допустим, одно время думать одним образом, потом другим, да, то есть сами сомневаетесь, сами не знаете, что хотите, вы можете быть постоянно в какой-то ситуации, которая меняется, да, то есть вы только приспособились к одному, сразу тут нужно уже к другому, к чему-то приспосабливаться, потому что опять все меняется. Вот всю неделю может быть вот такая перемена и непостоянство, да, и сложности в этом плане. Но самое тут опасное для отношений, потому что вы можете вот эти временные какие-то трудности использовать для разрушения отношений. А может быть и не нужно этого делать, потому что здесь, скорее всего, нужно себя переделывать, а не других людей, да, и у вас будут для этого возможности. В общем, рекомендация карты работать именно над собой. Вот смотрите, шестерка червовая, она это вот как раз подтверждает. Работать над собой и изменится ситуация вокруг. Работать над собой и поменяется ваш партнер. Работать над собой и разрулится ситуация на работе с деньгами. То есть у вас прямо вот здесь какая-то очень важная неделя в этом плане. Вообще шестерка червовая, она у нас очень карта легкая, да, она как бы это карта будущего. То есть вот то, что на этой неделе вы решите, таким будет ваше будущее. Поэтому вот постарайтесь все по максимуму. Вот здесь искренность, чистота, честность перед собой, перед другими людьми, да. Если вы здесь хотите использовать власть, то только вот на благо другим людям. Ни в коем случае не подавлять, ни в коем случае не третировать никого, да. Вот, и тогда вот вы создаете вот на этой неделе очень хорошее будущее свое, да. Если же вы здесь не выдержите, да, то вот можете испортить свою судьбу, свое будущее. А также это карта нового поворота в жизни. Вот все у вас здесь разворачивается. Все карты, в принципе, говорят о том, что у вас новый поворот, новое будет направление. Вот. И от вас тут не особо зависит, даже если мы не хотим, все равно эти ситуации происходят, время для них пришло. Но в любом случае это возможность исцеления, исцеления здоровья, исцеление душевное какое-то, да, исцеление в профессиональной сфере, в отношениях, в общем, любого рода. Вот возможность появляется. Так, ну и, конечно, это карта хорошей репутации, то есть об этом нужно думать, чтобы время вот пройдет, эта неделя пройдет, вы как были хорошим специалистом вот в глазах других людей, так и остались, или как доверял вам ваш партнер, так и доверяет, да, вот, то есть как бы трудно вам ни было, старайтесь, чтобы вот
за пределы вас не выходило вот это вот ваше беспокойство, ваши трудности, да. Если совсем вам тяжело, то лучше тогда вот обращаться к специалистам, там, к психологам, эзотерикам и так далее, да, для того, чтобы они помогали вам вопросы решить, если самостоятельно не получается. Но не вовлекать в это людей, с которыми вам дальше жить. Вот, скажем так. Кстати, это карта астрологии, да, очень часто вот по этой карте помогает очень хорошо астрологический какой-то прогноз. Это были скорпионы. Давайте теперь посмотрим, что ждет стрельцов на неделе с 18 по 24 января 2021 года. Стрельцы положительное, отрицательное и совет. Для вас, уважаемые стрельцы, выпадает Джокер в положительные события. Это очень хорошо, потому что для вас что-то обнулилось, да, новое какое-то время, новый период начинается. Вот у вас появляется шанс стать совершенно новым человеком. Эта карта очень часто показывает какую-то экстравагантность, когда мы не похожи на других, когда мы одеты не так, как все, когда мы выражаемся не так, как все, когда у нас какие-то знания, опыт, которые отличаются от других людей, и мы не боимся их демонстрировать и находим признание даже у других людей, вот благодаря тому, что мы вот такие смелые, да, неординарные. Так что у вас, уважаемые стрельцы, есть возможность на этой неделе показать себя вот такими, какие вы есть, ничего не скрывая, да, и не бояться того, что вот скажут другие люди. Кроме того, по этой карте бывают, идут полеты, перелеты, переезды, новая работа, новое окружение, да, вот, допустим, вы переехали, и у вас меняется все, там, коллектив, соседи и так далее. Очень часто по этой карте идут расторжения отношений, да, и разводы могут быть, тем более рядом, вот валет трифовый. И вот для тех, кто уже к этому созрел, да, вот у кого уже как бы вопрос этот решен, вот на этой неделе, скорее всего, будет разрыв отношений. А для тех, у кого как бы прочные отношения, вы не бойтесь, вам ничего не угрожает. Когда прочные отношения, они такими остаются. У вас может быть наоборот обновление какое-то, да, больше свободы в отношениях, больше самовыражения, какие-то свои личные цели каждый из партнеров начинает реализовывать, какими-то детскими вопросами занимаетесь, да, может быть, готовите какой-то праздник, торжество, юбилей и так далее. Так, теперь что будет отрицательного? Вот этот валет трифовый говорит о том, что вы можете как бы под горячую руку смести все подряд, да, и поссориться с теми, с кем не надо ссориться, расстаться с теми, с кем не надо расставаться. Вот просто очень конфликтный может быть период. Особенно, знаете, когда вот вы начинаете говорить то, что положено вам, да, ну как бы то, что вы хотите, а люди могут реагировать неадекватно, вас осуждать, критиковать, вот вы тут можете устроить скандал, поспорить и так далее. Также карта говорит о том, что если вы занимаетесь какой-то физической активностью, будет такое желание перестараться, перезаниматься, да, а потом это для здоровья очень вредно может сказаться, поэтому будьте осторожны. Прям будет нести на этой неделе вот все слишком делать, вот все слишком. Немножечко нужно как бы убавлять громкость и напоминать себе, да, что вот сейчас время пройдет, эта неделя, а потом мне дальше жить, да, с этими людьми, поэтому вот нужно как-то осторожнее. Теперь совет, дама пиковая. Вот направить всю энергию на комфорт, на красоту, на какие-то подарки, на позитив. Вот чтобы не было вот этого вот вольта у нас трифового, да, нужно вот переключиться на какое-то, знаете, просто исполнить какое-то свое желание, и вы будете вот в таком чувстве эйфории, да, что вам все равно будет, что другие люди вообще говорят и делают, потому что вам самим будет хорошо. Также, может быть, нужно на этой неделе, если вдруг у кого-то болезнь, нужно обязательно найти выход, найти исцеление, найти врача хорошего, да, чтобы было правильно поставлен диагноз и назначено правильное лечение.
Если есть какие-то проблемы, нужно решать их, но так, чтобы не ссориться, не расставаться. Может быть, использовать для этого специалистов. Но вообще вот эта карта рекомендует вам вот именно настроиться на счастливые времена, на выздоровление, на какое-то благополучие, на улучшение ситуации. И вот полностью посвятить себя этому, да, и не поддаваться ни в коем случае ни на какие провокации. То есть вот красота спасет мир, это для вас такой будет на неделю девиз, уважаемые стрельцы. Козероги. Давайте посмотрим, что вас ждет, уважаемые козероги. Положительного, отрицательного и совет. У вас, уважаемые козероги, девятка пиковая, это тоже прям ваши энергии, вот чтобы все доделать до конца, все стабильно, чтобы было, энергию зря не тратим, слов лишних не говорим, чтобы все правильно, по закону, по инструкции и так далее. Вот очень хорошая для вас неделя будет, вот прям будет все так, как вы хотите, как вы любите. Вот стабильно все, надежная ситуация, условия надежные на работе. Если, допустим, вы хотите как бы отстоять свою позицию, свое мнение, свой проект, делайте это. Настойчивость, решительность – это вот то, что нужно. И на этой неделе важно поставить какие-то высокие цели, дальние цели, они обязательно здесь сбываются. Если нужно пообщаться с руководством, с каким-то начальством, решать вопросы там в судах, на государственном уровне, как-то вот, знаете, вот далеко и высоко, да, вот это прям отлично будет все получаться. Какие-то бумаги, может быть, писать, запросы и так далее, деньги получать от государства. Девятка трифовая у вас, уважаемые. Посмотрите, у вас 3 девятки, уважаемые козероги. Это не просто так. Девятки – это у нас максимум, да, это максимум того, что вот мы можем получить. Это весь наш опыт. Ну и плюс к тому же это окончание какого-то процесса важного, да, проекта, этапа какого-то важного. И вот у вас отрицательная карта – это девятка трифовая. Вот несмотря на вот эту всю стабильность, вы можете перерабатывать, вы можете слишком уж сильно уходить в вот эту повседневную занятость, да, в карьеру, в должность и вообще вот в профессию вы вообще про себя забываете и может страдать ваше здоровье, ваши друзья, ваш дом, семья и так далее. То есть вас никто не видит. И, еще вы можете манипулировать тут своими близкими, да, вот это тоже отрицательный момент. Или вами кто-то может манипулировать, тот, кто выше вас, допустим, да, вот сложно здесь может быть. Так, ну что здесь хорошего? Это, знаете, вот вы на этой неделе, уважаемые козероги, можете себя как-то... В общем, вы можете... Знаете, вот бывает так, все двери закрыты, да, подходите, толкаете, и она открывается. Вот у вас такая ситуация может быть. То есть в какой-то, кажется, вот ситуация вообще неразрешимая, вдруг находится какая-то открытая дверь, лазейка, да, и вот вы можете в нее войти. То есть вот какая-то ситуация, которая застопорилась, вдруг может открыться. Вот единственное, что вы можете сделать, это не толкнуть, не постучаться, и вот это будет плохо. То есть вот старайтесь все решать до конца, и все тогда будет хорошо. Совет вам, девятка бубновая. Не держитесь за то, что вам уже не нужно, не держитесь за старое, не держитесь за людей, за работу. В общем, потому что как только вы отпускаете, сразу новое к вам приходит. Если какие-то перемены стучатся в вашу жизнь, да, вот стабильность, она ваша не пострадает. Можно, допустим, не надо бросать ничего, вы можете добавить что-то к тому, что у вас уже есть. Вот этот вопрос, он очень важный. 2 девятки, да, не отказаться от работы, а еще взять на себя какую-то обязанность или переключиться с одного на другое, ну, допустим, в пределах одной организации или пусть даже другая организация, но вы не теряете там ни в статусе, ни в деньгах, ни в чем. То есть вот чтобы у вас была такая стабильность. Также карта говорит о том, что вы можете очень уж держаться за
какие-то свои привычки негативные, которые нужно поменять. И вот для вас прям прекрасная неделя для того, чтобы бросить курить, какое-то, может быть, питание выбрать, где вы не вредите здоровью, не переедаете, ну и так далее. Да, какие вот привычки есть, вот желательно их поменять. Просто прекрасное время для того, чтобы они не вернулись больше. Вот очень хорошая, получается такой хороший период. Так, а если будут люди, которые на вас как бы давят, негативно влияют, вот, скорее всего, вот здесь нужно будет с ними вопросы решать так, чтобы у них больше это не получалось. То ли обращаться к тем людям, которые еще над ними выше, да, то ли еще как-то. Вот у вас будет здесь возможность, жизнь вам подскажет, как это решать. Вот. И самим нельзя вот деструктивное поведение допускать, на кого-то давить, потому что у вас тоже может быть такое желание. Так, это были у нас козероги. Давайте теперь посмотрим, что ждет водолеев на этой неделе. Водолеи, что у вас будет положительного, что будет отрицательного. И совет. У вас, уважаемые водолеи, очень насыщенная неделя в плане общения. Не просто, знаете, информация, да, а вот именно друзья. Это какое-то общение, вроде бы по делу, может быть, по какой-то теме, но с людьми, которые вам приятны. Много бесед, много мнений, обмен мнениями, телефонные звонки, встречи, переговоры, если это работа, да, может быть, какие-то связи вы будете новые заводить вот в плане деятельности, да, это какие-то общественно важные такие связи для вас. Это вообще любые контакты, это свидание, новая встреча какая-то, это свидание с тем человеком, с которым вы уже недавно познакомились или давно встречаетесь. Это друзья новые появляются, это встреча со старыми друзьями. Очень тут все в порядке, ну, как бы очень все у вас хорошо получается. А если говорить о а, каких-то покупках, да, вот это распродажи, купить дешевле то, что вам нужно. Причем вам могут помочь в этом как раз вот люди, да, с которыми вы общаетесь. Так, что еще здесь хорошего? Это карта приобретения, удачного приобретения разных гаджетов, да, вот любой техники, которая связана с общением, с документацией и так далее. Что будет отрицательного у вас, водолеи? Это туз бубновый. Ну, это, знаете, очень часто карта гордыни, да, когда мы считаем себя лучше других, когда мы, а, знаете, вот во всем инициативу перехватываем, да, не даем другим людям действовать, слово сказать и так далее. То есть вот как-то направляем на себя все внимание, да, все лучи солнечные на нас и так далее. Может быть, реализуем только свои какие-то желания, одни разговариваем, других не слушаем, или тратим деньги вот на себя, те, которые должны были быть, допустим, на всю семью или на партнера тоже. Вот может быть какая-то такая сложная ситуация. Также карта может говорить о том, что может быть какая-то известность у вас не совсем хорошая, то есть, ну, как с репутацией проблема может быть, либо кто-то здесь говорит, да, либо вот вы действительно как-то себя неправильно поведете, это заслуженно как-то будет. Поэтому вот обращайте внимание, да, вот хорошо здесь общаетесь, у вас, ну, как бы тема общения хорошая, но не забывайте, что не только вот на себя нужно направлять внимание, не только брать, да, но и отдавать обязательно, вот в равной степени. И совет вам тоже, опять же, в эту тему, валет червовый, о ком-то позаботиться. Может быть, знаете, кто-то к вам обратится из друзей, да, и вы захотите отказать в помощи, в деньгах, в поддержке. Вот нельзя отказывать, нужно обязательно помочь, потому что, скорее всего, у вас в ближайшее время будет подобная ситуация, и тогда вам не помогут, понимаете? То есть, видите, здесь туз. То есть это как зарождение ситуации. То есть вы, если кому-то поможете, кто вас попросит, это прививка будет вам от того, чтобы в вашей жизни это не произошло.
Вот и еще, смотрите, у вас может быть такое желание поверхностных отношений. То есть вот у вас много друзей, у вас отношения такие легкие, вы не хотите брать на себя ответственность, не хотите их углублять. А вот карта говорит, что надо, будет, скорее всего, рядом человек, с которым могли бы быть серьезные отношения, да, роман, любовь, страсть и так далее. Но там нужна забота об этом человеке, ответственность на себя брать, а вы можете не захотеть. И вот это будет зря, потому что действительно вы такого человека потом уже не встретите. Вот, ну, вы знаете наверняка, о ком это говорится. Может быть, это любимый человек, может быть, это друг, да, или еще вот какие-то люди рядом с вами, которые вот действительно могут сделать вашу жизнь счастливой. То есть действительно по-настоящему вас любят. Если вы сейчас не возьмете на себя ответственность или какой-то решающий шаг не сделаете или не поможете, вы потеряете этого человека, и потом уже такого преданного, верного человека может не быть рядом, который вот о вас действительно может позаботиться, которому вы не все равно. Так. Ну и подарки тоже. Вот подарки, не только помощь, подарки тоже по этой карте желательно делать и себе, и другим. Так, теперь рыбки. Посмотрим, что вас ждет на этой неделе положительного, отрицательного и какой совет вам карты дают. Так. У вас выпадает восьмерка бубновая. У вас очень хорошая неделя в плане, знаете, выхода из какой-то сложной ситуации, из тупика, из какого-то. Вы можете решить давнюю-давнюю проблему. Скорее всего, это будет проблема либо деньги, работа, либо отношения. Вот. Ну, скорее всего, даже нет. Даже и то, и то. И в отношениях, и с работой с деньгами. Вот. Скорее всего, у вас решится какая-то важная проблема, какой-то важный вопрос, могут повлиять какие-то новые люди, новые обстоятельства. А если у вас вопрос касался, допустим, сдачи дома, допустим, вы приобретали недвижимость в строящемся доме, да, вы можете на этой неделе получить ключи. Вы можете помириться с человеком, которого вы любите, который вам дорог, или с вашим другом, или с роднёй. Вы можете найти работу, вы можете найти источник дохода. Ну, просто вот замечательное время. То есть вы счастливчики рыбы на этой неделе, просто удивительно. Что вам будет мешать? Шестерка червовая. Это когда мы ничего не делаем и просто ждем. Вот ждем, что само все произойдет. Так нет, так не будет. Нужно обязательно как-то инициировать процесс, как-то начинать делать первые шаги, стараться добиваться, действовать до последнего, и тогда только двери открываются. Вот теперь совет вам, валет трефовый. Ну, это может быть, вот, кстати, опять же, совет, как можно больше действий, да, все успеть, все сделать до конца, и, возможно, даже больше, чем то, что вы привыкли делать. Вот на этой неделе вам вообще расслабляться нельзя, вам нужно прям сделать, наверное, список себе и прям по списку действовать. Привлекать к этому других людей. Хорошее время для того, чтобы выяснить какие-то отношения, да, может быть, добиваться, да, своего, вот там, где ваш вопрос не решается. Также здесь хорошее время для спорта, для физической активности, для сексуальных отношений. Это, кстати, может быть и вот встреча с человеком, которого вы давно ждали, да. Но вот то, что ваша инициатива здесь нужна и ваша активность, это 100%, без этого ничего не будет. Но если же вы будете все-таки действовать, это то, что нужно. Здесь вялыми такими действиями не обойтись. Нужно прям активно действовать, добиваться своего, доводить до конца и так далее. Вот такая будет неделя у нас у всех. Друзья, я желаю всем замечательного времени провождения. Да, желаю, чтобы все сбывалось самое лучшее. Желаю, чтобы все ваши проблемы ушли и никогда к вам не возвращались. Всего вам доброго, до новых встреч.